инвестиционная привлекательность Абхазии зависит от открытия рынка недвижимости. Я всегда последовательно выступал против нашего абхазского, так в кавычках скажем, варианта снятия запрета на продажу недвижимости иностранцам. Я остаюсь убежден в этом, учитывая информационный фон последних дней, особенно после встреч наших делегаций с российской стороной. Сейчас я понимаю, у нас новое главное слово в нашей жизни – это инвестиции, и все, что с ней связано, и все, что касается местной жизни, оно отходит на второй план. Главное – быть привлекательными для рыночной системы, для вложений. Вы тоже так думаете? Так буду теперь специально так переиначивать все эти красивые чиновничьи фразы. Депутат Госдумы стоит и заявляет, что в Абхазии надо... Еще 1300 населения не хватает. Правильно говорит человек, совершенно с ним согласен, и молодец, что он цифры упомянул. Снял с языка, как говорится. У нас около 500 тысяч нашего народа, наших братьев, наших, его, ваших фамилий находятся за морем. Они не пропали на Марс, не улетели. Совершенно правильное направление человек подсказал. Нам надо заселять пустынные, депрессивные после войны, особенно несчастные эти наши Ачамчирский, Гальский, Тхварчалский район, Гагринский район. Надо делать вот направление для работы с недвижимостью, а не только строительство апартаментов или гостиниц под апартаменты. В итоге, что это все скрытая форма продажи жилья. Все понимаю, инвестиции, рынок, все это очень привлекательно, вкусно выглядит и так далее. Но из уст чиновников не звучат другие слова, вернее, абхазских чиновников, уточню, они еще пока абхазские чиновники, и, надеюсь, такими останутся. Они должны говорить о том, как наш народ должен увеличить свою численность, как он должен укрепить свои позиции, как теперь выяснилось, в этой же стране и на международной арене. Почему-то таких слов мы не слышим толком. Видимо, они сейчас не так интересны, не так рыночно привлекательны. Поэтому в нашей интерпретации все разговоры о недвижимости, они приведут, боюсь, к печальным последствиям. Рынок – это не главное в нашей жизни. Главное в нашей жизни – это сохранение того, что нам передали, то есть нашей страны. Не буду сейчас банальные слова говорить о той цене, которую за это заплатили. Но я думаю, даже переселение сюда 10, 15, 20 тысяч, тут о 300 мы говорили, 10-15 тысяч уже окажут влияние на политическую жизнь этой страны, на международные отношения нашей страны, понятно с кем. Поэтому так безрассудно бросаться в эту рыночную экономику, открыть двери, форточки, крышу вообще сорвать с нашей страны, и лишь бы у нас была инвестиционная привлекательность, я считаю, это безрассудные, неосмотрительные, опасные рассуждения. Все рассуждения о том, что это приведет к экономическому буму, может, они имеют место в других странах, но опять-таки мы живем в этой стране, насквозь коррумпированной, что мы все прекрасно с вами знаем, просто боимся вслух сказать. У нас нет внятных механизмов контроля, вот юрист стоит, потом скажет, наверное, позже. Как контролировать будем вообще это все? Кто будет контролировать? Но захотят ли наши соотечественники туда ехать и жить в этих районах? А знаете, мы вот перед и мы уходом, экономически мы можем себе позволить столько человек вернуть на родину? Экономически, вот как раз вот это будет экономически, политически, социологически, демографически более оправдано, чем безрассудное поклонение рыночным канонам. Почему вы их отправляете в депрессивное? Что называется депрессия? Опустевшее я село? Не отправляю, я хочу узнать ваше извините, мнение. Да. Опустевшее абхазское село в Ачамчирском районе депрессивное, оно покинутое, там некому жить. От аварий, наркомании, от уезда вслед за заработками в другие страны, они просто опустели. Они прекрасные селы, прекрасная земля. Конечно, туда можно заселять, и там заживет жизнь. Все вы помните, как в абхазском селе люди жили до войны в сравнении с селами огромной страны, где мы раньше жили. Очень даже неплохо люди были обеспечены и доходом, и жилищными условиями. А судя по тому, куда катится этот мир, скоро очень актуально будет иметь в селе дом. Уже просто хотя бы с идеей продуктовой безопасности, сейчас модное слово стало. У нас много проблем, у нас в приграничных районах должны жить абхазские, пускай переселенцы будут, или если мы можем так расплодиться, сейчас некрасиво выражусь,
чтобы заселить эти земли, хотя бы уже из военной безопасности, из политической безопасности. В Гале живет большинство мигрельцев, в Гаграх живет уже большинство не абхазцев, так скажем, там разных национальностей люди уже. Ну, это никого не настораживает. Я про это говорю, я не вредничаю, что давайте не продавать, как собаки на сене сидеть. Рядом с нами Краснодарский край. Это чемпион по демографическому взрыву в России. Самые большие цифры динамики И роста. внутренняя иммиграция, почти вся Сибирь уже в Сочи живет. Только о внутренней речи идет, понятное дело. Краснодар, город, это номер один, растущий взрывными темпами. Соответственно, Сочи чуть меньше, но то же самое происходит. Такой над нами навис демографический балкон, как его один специалист назвал, и повторяю. И здесь полупустая Абхазия, но она более комфортная, она более чистая. Вы представляете, если там миллионы людей хлынут, все понятно, это же образно выражает, что они хлынут там в буквальном смысле слова. Ну, будет у нас вот Сочи, вот сплошная полоса, магазины, гостиницы, магазин, гостиница и так далее, и так далее. То есть минусы есть в любом процессе, как и плюсы. Но тут надо учесть, что потеряет Абхазия и что приобретет. Она себя потеряет, вот что будет всего лишь.